Согласно указу главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова, дети мобилизованных будут зачисляться в детсады вне очереди и без оплаты за посещение. Ученики с 5 по 11 классы будут получать в школах бесплатное горячее питание. Детям также будут предоставлены бесплатный отдых и лечение. Кроме того, абитуриентам, родственникам участников СВО дадут приоритетное право при поступлении в колледж и на рассрочку при оплате обучения. Дополнительные меры поддержки направлены для семей мобилизованных, которые находятся на передовой и отстаивают интересы своей родины. Мужественно, самоотверженно выполняют свой долг. В соответствии с указом главы Республики Ингушетия от 1 ноября текущего года о дополнительных мерах социальной поддержки для семей граждан, мобилизованных в ряды вооруженных сил Российской Федерации, Министерством образования и науки Республики Ингушетия определены ряд льгот. Министерством образования и науки Республики Ингушетия в рамках исполнения указа главы республики обеспечивается первоочередное зачисление детей из числа семей данной категории в дошкольные образовательные учреждения. Также освобождение от оплаты родительской, взимаемой за присмотр и уход за детьми, находящимися в дошкольных образовательных учреждениях. Более того, мобилизованным гражданам по поручению главы региона выделят земельные участки. Такая задача в новом указе поставлена перед Минимуществом республики. Уже мы приступили к исполнению этого указа. Указ подразумевает выделение участков для мобилизованных именно. На первом этапе мы будем формировать. У нас первое заседание буквально завтра, послезавтра, первое заседание с главами администрации, с Минстроем, со всеми заинтересованными лицами в этом вопросе. Тут будет присутствовать и военком. Мы получим документы, и на первом этапе 100 участков будет отведено, а сам указ подразумевает отведение 500 участков именно для мобилизованных лиц нашей республики, которые мобилизованы сегодня и исполняют свой воинский долг. Для пожилых родственников участников СВО предусмотрели соцобслуживание на дому. Безработным членам семьи помогут в поиске подходящей работы и оформлении полагающихся им соцвыплат. Мы должны сформировать реестр таких семей. Эта работа начинается. После сформирования реестра семей граждан мобилизованных на СВО, также нами разработан так называемый социальный паспорт семьи. Социальный паспорт семьи, в котором отражены те вопросы насущные, решения которых требует вмешательства властей, муниципальных, органов исполнительной власти, будут отработаны в муниципалитетах. Нами будет оказана помощь в соответствии с указом по снижению оплаты коммунальных услуг на одного члена семьи в пределах потребленных коммунальных услуг на 50%. После того, как списки будут сформированы, мы начнем сами обходить такие семьи, формировать выплатные реестры, и будут оказываться услуги по снижению стоимости оплаты коммунальных услуг. То есть широкий спектр льгот и привилегий для семей мобилизованных граждан в указе главы предусмотрен. Работа только начинается. До 10 ноября должны быть сформированы реестры и заполнены паспорта, социальные паспорта таких семей. После 10 ноября уже непосредственно начнется предоставление льгот, привилегий, которые в указе главы отражены. Еще одним важным бонусом станет содействие в направлении на лечение по квотам в другие регионы страны. Родителям мобилизованных будет организован профилактический осмотр в медучреждениях региона. Они смогут рассчитывать и на лекарственное обеспечение, прописанное врачом. Таким образом, благодаря указу главы республики, семьи смогут воспользоваться полным пакетом социальных и медицинских услуг. Они должны знать, что их вопросы будут решаться в приоритетном порядке. Это люди, чьи отцы, сыновья, братья, мужья пошли защищать нашу страну, свою родину. Кому, как не нам, заботиться об их семьях? Мы все должны поддержать их, придать уверенности, что их семьи ни в чем не будут нуждаться, написал в своем телеграм-канале глава Ингушетии. Комитет по делам молодежи совместно с волонтерами регионального штаба «Мы вместе» будет записывать все вопросы, просьбы семей и всесторонне их поддерживать.
В рамках работы штаба «Мы вместе» мы планируем выезжать к семьям, оказывать им гуманитарную помощь. Волонтеры также будут записывать какие-то необходимые потребности этих семей. И уже позже с нашими коллегами, коллеги имеются в виду другие министерства и ведомства профильные, которые могут решить эти вопросы семей, вместе с ними будем обрабатывать эти запросы и по мере возможностей помогать этим семьям. Условно, если какой-то семье необходима помощь устроить в садик или в школу, или трудоустроить человека, или необходима дополнительная помощь в сфере образования, да, волонтеры будут передавать информацию этих семей в Министерство образования. Также, если необходима медицинская помощь, лечение или же лекарства, волонтеры будут собирать эту информацию и отдельно передавать такую сводку Министерству здравоохранения и так далее. То есть волонтеры будут тем аккумулирующим фактором, который будет собирать эту информацию. Также мобилизованных и членов их семей на 1 год освободят от уплаты транспортного налога, налога на имущество и землю по месту проживания. Все перечисленные льготы и меры соцподдержки могут получить и близкие, призванные из других регионов России. Зелимхан Калоев, Адам Далаков, Новости 24.